Доброго дня всем зрителям канала Даркалах Ревью. В этом видео я хочу рассказать про необычайно талантливого актера, режиссера, художника и просто человека, который подарил немало позитивных эмоций. Аркадий Михайлович Новиков родился 18 августа 1947 году в селе Бежелек Мегино-Кангласского улуса. В 1979 году окончил театральное отделение Хабаровского института культуры. С 1991 года работал как профессиональный режиссер в начале Маянского народного театра, в дальнейшем режиссер созданного им народного театра Кеачан-Кёрэ. Является заслуженным работником культуры Республики Саха-Якутия, обладатель звания «Лучший комик Республики», приза «Бриллианты смеха». Награжден почетным знаком «Отличник культуры ЯССР». Артист болум дер багаматын ордап беттен бар. Мен улар тапына артист болум ден. Она улар тапына мен художник болу ден. Мен iki ideni kadar bağlagat. Onun toğunutan bilgin мен хана кодапына мен ол iki багамын толордум. Первый комедийный фильм Аркадия Новикова «Итагай Итагайме» получил первое место на телефестивале районных телестудий в 1996 году. Фильм «Кальмехаэн» победил в номинациях «Лучший короткометражный фильм», «Лучший оператор» и «Лучшая женская роль» в первом республиканском кинофестивале «Киноплюс». За 40 лет своей трудовой деятельности Аркадий Новиков работал директором Павловского, Харабутского, Техтюрского и Рассолодинского сельских домов культуры. Он также обладал даром карикатуриста. Его рисунки, шаши публиковались в районной газете РКИ и Саха-Сиря. Он сам прекрасно создавал эскизы костюмов и театральных реквизитов своих постановок. Фильмография Аркадия Новикова начинается с далекого 1994 года, которая насчитывает более 20 работ, из которых отметились такие как «Кальмехаэн», «Туман болбыт таптал», «Ческы», «Тишка-мишка, кот на крыше», «Хоптахагыта», «Тюнгы сулус» и «Давлят». Снимался в немало хороших фильмов, таких как «Кынат» Михаила Лукачевского, «Таптал», «Герои», «Тел Барон Тухары», «Лэх», «Ческы». И отдельно поговорим об одном из последних работ Аркадия – «Хоптахагыта» 2013 года. Триллер, основанный на реальных событиях. Оказывается, девушка, ставшая прообразом главной героини, была в реальности, и судьба ее такой же трагичной, как и в картине. Девушку убили неизвестные нелюди. Казалось, банальная история, но впечатление от фильма настолько зашкаливает, что его совершенно не стыдно показать на большом экране в любой стране. В данном фильме нет никакой наигранности, ты полностью отдаешься сюжету. Она хоть и проста, но неудержимо интересна. Одна из самых главных достоинств фильма в том, что он интересен даже для искушенного зрителя. Главные роли сыграли Наталья Слепцова, Данил Осипов и Евгений Пивоваров, с которыми Аркадий Новиков очень хорошо сработался, что даже говорил про них «дети мои». Особенно отмечал Евгения Пивоварова, который первую роль сыграл под руководством Аркадия Новикова и в дальнейшем не раз с ним работал. После фильма «Хоптахагыта» Аркадий успел сделать еще 2 фильма «Тюнню Сулус» и «Давлят 3». И 8 января 2015 года не стало известного якутского актера и режиссера Аркадия Михайловича Новикова, который сделал очень многое для искусства своей любовью к работе. То макалы надо, кры веретилях болу надо. И не дивимен. То куйдах, киневер тағарабын. Кинени театры хәргир ычакка бағана. Это мен әдер ычактарға бағанам дейін. Саха кинетін дөксі сайынар яқанада. Üçüge kinlere, üçüge kolur tuğa huaq, smyslı o kinin ustuvakka. Üçüge tokuydan kinler ustuvu kinleri verilen aktarı körün verenleri gar. Üçüge bete tuaqtaq kinleri. Tuğalaq kinin ustuvaktırın bağırabın. Ondan tanır.
Ота кине түгәрәттә кадник. Аттан кинене билеген бихине те арасиялардан тирегәтләр бу сакаһире киненен анха үлүһидә дип көтәчәк әле дип биттера. Би эдер чаттар билен бактар кинен достачылар. Олар өчек кине хулундар. Yemin atan ben bakana.